Отопительный сезон в самом разгаре, а значит, возрастает риск пожаров в жилых домах с печным отоплением. Специалисты МЧС продолжают инспектировать частный сектор. Во время обходов они не только проверяют, как жильцы эксплуатируют свои печи, а также проверяют знания о мерах предосторожности, но и раздают памятки с номерами службы спасения. Анна Зубарева тоже вышла в рейд. Николаю Большакову уже за 70. Живет с семьей в собственном доме. Вот только номер телефона пожарных в своем возрасте, оказывается, не знает. Спрашивает, а зачем? Телефон пожарной охраны. А это не знаю я даже. То как не знаете, всю жизнь же. Вот зачем? Я ни разу не сталкивался. Вот Смотри. 73 года не сталкивался ни разу. Между тем, за прошедший год в одном только Сыктывкаре выявили и потушили более 120 пожаров. Большая часть из них произошла из-за неосторожности граждан. Не до конца затушенная сигарета или проблемы с домашним отоплением. Нарушение или пренебрежение правилами безопасности может дорого обойтись хозяину дома. Практически 80% всех причин пожаров – это именно обращение с огнем, неосторожное обращение с огнем при курении. Вторая это причина – это нарушение правил эксплуатации отопительных печей. И третья причина – это у нас электроустановки. МЧС ежегодно проводит рейды. С началом отопительного сезона такие встречи с гражданами и вовсе проходят на регулярной основе. Только за прошедшие пару месяцев спасатели успели обойти более 5 сотен домов. А за весь год число обходов достигает без малого 2000. Во время таких выездов сотрудники служб из года в год напоминают жителям о правилах техники безопасности. Печь при эксплуатации плотно закрываем. Детей к печам, конечно же, не допускаем. Ну, они туда не ходят. Да. Курите? Да. При курении тоже меры безопасности в первую очередь. То есть либо это пепельница, либо это на улице. Если курите в доме, то тоже в пепельницу, все осторожно. Печь закрывай, дома не кури, электроприборы выключай. Казалось бы, правила простые, однако их соблюдение однажды может спасти чью-то жизнь. Важно помнить, что безопасность зависит прежде всего от нас самих. Анна Зубарева, Виктория Денисова, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган, Сыктывкар.